У нас есть одна небольшая смс-ка. Абонент Мегафон с последними цифрами 7274 поздравляет любимого сына, ученика 11 класса легендарной Чурапчинской спортивной школы имени Коркина, мастера спорта России по русским шашкам Титова Эрхана с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, везения. Люблю, целую, мама. Архан, мы тоже вас поздравляем с вашим днем рождения. А между тем, Якутский театр юного зрителя на днях вернулся домой из Бурятии, куда он ездил в рамках федерального проекта «Большие гастроли». В ответ на этот визит к нам прибыла театральная труппа из Бурятии. И сегодня театр кукол «Ульгер» у нас в гостях. Я рада представить вам народную артистку Республики Бурятия Аллу Натансон, заслуженного артиста Дембрила Озутуева, а также художественного руководителя, заслуженного деятеля искусства Республики Бурятия Эрдени Жалцанова. Доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, с какими постановками вы приехали к нам в город? Мы привезли 3 спектакля. Одно из них, которое уже сегодня начнет принимать ваших зрителей, это «Ульгер-шоу». Большое кукольное представление для всей семьи, куклы. Мы привезли «Дочь Байкала Ангара». Это спектакль, созданный по пьесе, написанной нашим художественным руководителем Эрдени Батуачирычем Жалцановым. Легенда об озере Байкал, о его дочери Ангаре. Красивая такая легенда. И еще один спектакль, который у нас золотомасочный спектакль. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Поющая стрела» 2006 года. Ага. Режиссер тоже Эрдени Батуачирыч. Очень приятно. То есть сегодня уже стартуют ваши постановки, Сегодня, да? да. Как долго продлятся ваши гастроли вообще? Ну, мы здесь до 25 числа. То есть недолго, собственно, Да, недолго. неделечка, да? Вот вы принесли с собой куклы. Расскажите, вот что за куклы, кого они, что за персонажи? Вот. Это персонаж из спектакля как раз «Дочь Байкала Ангара». Я исполняю эту роль. Это осетр, слуга Байкала, старый слуга Заика, очень верный, следит за его дочерью Ангарой. Вот. Ему очень много лет уже. Вообще осетры живут до 60-70 лет, растут. Вот, и они достигают даже до 200 килограмм весом. Вот, половой зрелости к 18 годам, как люди прямо. Вот. Поэтому у него очень большой опыт жизненный. Ага. Вот. А Дембрил вы кого Замечательно. принесли? Меня не принесли, я сам пришел. Я Ульгершин из спектакля, из золотомасочного спектакля «Поющая стрела». Ага! Ага! Такой стеснительный, да, так смеется. Алла, скажите, как ваш персонаж разговаривает, каким голосом? Ну, поскольку он слуга Заика, но он заикается только в определенных каких-то моментах, когда волнуется. А так довольно старческий голос у него. «Моя госпожа, где вы? Вернитесь во дворец. К нам важный гость пожаловал». И так здорово. Скажите, пожалуйста, но все-таки вы представляете кукольный театр, да? А ваши спектакли ориентированы только для детей или для взрослых тоже? Вообще в репертуаре нашего театра есть спектакли и для подросткового зрителя, для старшеклассников и для взрослых, для пап и мам, дедушек и бабушек. Для семейного просмотра. И для семейного просмотра. То есть как бы художественная политика театра, она вот как раз таки вот направлена на то, чтобы охватить весь спектр, скажем так, тех зрителей, которые вообще вот потенциально ходят и интересуются театром кукол. Ведь сейчас, на сегодняшний день, театр кукол – это театр не только для детей и для ребятишек среднего школьного возраста, но вообще вот есть такие театры, которые строго, скажем так, имеют свою публику взрослую. И у нас вот есть такие спектакли, которые именно для взрослых.
Эрдени, я вот читала, когда готовилась к нашему сегодняшнему эфиру, да, что ваша постановка «Легенды острова Ольхон», в этой постановке принимают участие дети. Скажите, пожалуйста, вот что они там делают, ребята? Дело в том, что вот этот, я не знаю, откуда у вас такая информация. Дело в том, что этот спектакль вообще был поставлен на острове Ольхон, на Байкале, в школе. С ребятишками я туда ездил несколько раз, и вот с ребятишками ставил. То есть этот спектакль Он не не в входит репертуаре не в нашего репертуаре, театра, да. А вообще вы приглашаете ребят вот принимать участие в ваших постановках? Что-то, может быть, они делают, немножко вам Ну, помогают? существует у нас уже который год студия, детская студия при театре. Ага. И нынче вот с театрального сезона он вновь возобновляет свою работу. То есть туда приходят ребятишки, учатся азам театра, то есть сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. И у нас вот есть такая идея этих ребятишек привлечь к серьезным постановкам. И возможно, что их спектакли в будущем будут уже в репертуаре нашего театра. Но мы только начинаем. Ну, я думаю, что у вас будут большие успехи в этом. Ну, Скажите, надеюсь. пожалуйста, а вот вообще вот кукольный театр, лично в моем представлении, да, это вот такая вот маленький домик, и вот и на руки надеваются, да, вот куколки. Ваши вот куклы как двигаются по сцене, и вы сами вот с ними как вот взаимодействуете, как вы одеваетесь при этом, вот во всем черном, чтобы там не видно было зрителю. Как это происходит? Нет, просто разные есть спектакли. Есть и черный кабинет используется, когда актер, исполняющий, сливается вместе с черным кабинетом, одет в черный бархат, а светом высвечивается, допустим, только кукла. персонаж, да. Но в этом спектакле у нас открытый прием совершенно. У нас очень красивого небесного такого голубого цвета костюмы, и вся сцена решена тоже в голубом цвете, ну, как стихия воды, Байкала, чистой воды. Вот, и поэтому мы в открытую совершенно работаем. Я вот так вот со своим же выхожу персонажем, он плывет, а я рядом с ним просто его веду. Все, помогая ему проплывать, скажем так. А в вашем спектакле «Дембрыл» вас зрители видят или нет? Да, вот у меня в руках мой персонаж, это Ульгершин, сказитель. Я его управляю совершенно открыто, то есть на планшете, да, на столе, допустим, ну, грубо говоря, на столе, на планшете. А меня свободно видит зритель, да. Есть моменты, когда мы играем вживую. Да, такое переключение, конечно. Этот визит в Якутию у вас впервые, да, или вы уже были? Впервые. Я думаю, что нашим ребятам понравится ваше выступление. очень надеемся. Скажите, пожалуйста, а вот когда наши артисты приезжали в Бурятию, как вот бурятский зритель встретил их? Полными залами. Работали на сцене Бурятского драматического театра. И сколько у нас там посадочных мест, я уж не помню. Всё было 300, занято же. наверное, да, все Вот. было занято. Полные залы были. Я думаю, Очень что вас тепло ждет встречали. такое же. Да-да. Такое же ждет. Огромное вам спасибо за участие в нашей утренней программе, за то, что вы поделились такой сказкой с нами сегодня с утра. Приходите к нам еще на наши эфиры. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь.